Неожиданные повороты, непредсказуемое развитие сюжета. Зритель погружается в повседневную жизнь крымско-татарской семьи. Блистательные актеры заставляют смеяться и плакать весь зал. Проблема отношений между тещей и зятем актуальна во все времена. Причем пострадавшей стороной от придирок матери своей супруги, как и в этой комедии, чаще всего оказывается мужчина. Я играю роль свекрови. И хочу всем нашим зрителям, что мы хотим показать этим? Хотим сказать, что такой свекровью быть нельзя. Для режиссера-постановщика Рифата Сейтаблаева это не просто спектакль, исследование, которое он продолжает уже много лет. Сегодняшний спектакль был поставлен мной на основе пьесы Иса Абдраман «Кайнанан Несабар». Основной конфликт между тещей и зятем. Точнее, не просто зять, а примак. Он пришел в богатый дом, он учитель, преподает в университете, кандидат наук, такой вот интеллигент. И, в принципе, этот конфликт неизбежен. Несмотря на капитальный ремонт в Крымско-татарском театре, к премьере сумели подготовиться за короткое время. Спектакль ставился около 2 месяцев. В принципе, он готов был уже 11 марта, но мы немножечко сдержали, почистили, откорректировали. Это некий такой андеграунд, некая критика, скажем так. Да? В принципе, не всегда в семьях такие ситуации, но они бывают примерно такие. Повествование разбавляют яркие танцевальные батлы. Развивающиеся линии напоминают монтаж, как в фильмах. Код абсолютного счастья герои спектакля все-таки разгадали. Это взаимопонимание. Теща и зять сумели найти общий язык. Каждый актер удивительно правдоподобно передал все чувства и эмоции. Зрители были приятно удивлены игрой и мастерством героев. Я хотела бы сказать об артистах, которые в этом театре играют. Они играют всей душой. Я не пропускаю ни одну постановку, потому что я считаю, что любой крымский татарин, интеллигент, он должен поддержать свой театр. Семейная история, в которой зрители разных поколений найдут для себя ответы. У тех, кто еще не успел побывать на представлении, есть возможность окунуться в атмосферу веселой и поучительной истории. Следующий показ состоится 1 апреля. Гузель Мамбетова и Аким Бекиров. Телеканал Миллет.